конце 17-го – начале 18 века Шведская империя являлась господствующей державой на Балтийском море. В 1697 году Швецию возглавил 15-летний Карл XII, и юный возраст монарха стал поводом для соседей – России, Саксонии и Датско-Норвежского королевства – реализовать свои территориальные претензии к Швеции. Эти три государства образовали Северный союз, инициатором которого стал кюрфюрст Саксонии и король польский Август II. Северная война считается одной из самых долгих в истории человечества. Ее длительность составила 21 год. Одним из самых ключевых моментов этого события стала Полтавская битва, в которой Швеция сражалась с российскими войсками. Она состоялась 8 июля 1709 года, и в ней принимала участие русская армия Петра I и армия под руководством Карла XII, шведского короля. Следует сказать, что эта война была достаточно долгой, длилась 21 год. Но, тем не менее, именно этот день, 10 июля 1709 года, он вошел в российскую историю, военную историю, как одну из решающих битв в Северной войне, которая положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. Весной 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. 8 июля на военном совете Петр I решился на генеральное сражение, и уже 10 июля в результате Полтавской битвы армия юного шведского короля Карла XII была полностью уничтожена. Следует сказать, что в военных кампаниях 1701, 1705, 1708, 1710 годов принимали участие отряды из башкир. Так, в октябре 1709 года тысячная команда башкир в корпусе Шереметьево приняла участие в блокаде города Рига, тогда она была шведским городом, и гарнизон сдался 4 июля 1710 года. По возвращению те башкиры, которые служили и принимали участие в этой решающей битве, за отвагу и мужество были награждены, пожалованы титулом Тарханов. Как утверждают историки, знать о Полтавской битве должен каждый, так как именно через эти события молодое поколение будет узнавать о подвигах своих предков и брать с них пример. Военную историю государства, российскую военную историю башкирскую необходимо знать и старшим, и младшим, так как это путь героизма и подвига наших солдат, которые своей мужестью, смелостью, храбростью, кровью отдавали все свои силы, так скажем, на защиту нашей Родины. Этих памятных дней не так уж и много, как и дней воинской славы, поэтому мы должны бережно и трепетно относиться к этим датам, важнейшим в истории нашей государственности, я так полагаю, и напоминать об этом молодому поколению. Первый раз победу в Полтавской битве отмечали в день ее 200-летия, в 1909 году, а на месте самой битвы был основан музей-заповедник поле Полтавской битвы и установлены памятники. С 1995 года ежегодно 10 июля эта дата отмечается как День воинской славы России. В России всего отмечается порядка 20 дней воинской славы. Каждая дата – важная часть истории нашей страны, поэтому важно знать и помнить о них. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.